Исаевском районном суде оглашают приговор криминальному авторитету Виктору Дуденкову, известному в уголовно-преступной среде как Витя Черный. Вместе с ним решение суда ожидают и другие фигуранты дела. По версии следствия, они входили в состав группы «Общаковские» и тесно взаимодействовали с вором в законе. Главной их целью было получение денег с предпринимателей в так называемый общак. Серьезность своих намерений подсудимые доказывали угрозами. Подбрасывались письма с угрозами. Стекла били. Один из потерпевших такого натиска не выдержал и обратился в полицию, после чего и начались оперативные и следственные действия. В скором времени, собрав внушительную доказательную базу, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Романов, что? Руки на машину. Давай. Машину. После задержания участников группы сотрудники правоохранительных органов вышли на Виктора Дуденкова. В ходе следствия было установлено, что вор в законе Витя Черный выступал организатором этих вымогательств и даже лично причастен к одному из них. Своей жертвой он выбрал бизнесмена из Чувашии, который занимался реализацией строительных материалов. С него требовалось 7,5 миллионов рублей. В противном случае предпринимателю обещали несладкую жизнь. Угрозы были, во-первых, психологическое воздействие, демонстрация оружия определенного, которое может быть использовано. Но и, понимаете, сам воровской вот этот статус, люди все понимают, кто такой вор в законе, что это лицо, которое занимает в иерархии преступников наивысшее вот это положение, и его действия, его слова, они беспрекословно исполняются в криминальном мире, и поэтому, когда тебе угрожает лично человек, имеющий такой статус, и демонстрирует при этом то есть серьезность своих намерений, то человек, обыкновенный гражданский человек, очень сильно переживает, и то есть у него есть на это все основания бояться и думать о том, что все его угрозы могут потом реализоваться в реальности. Чувашского бизнесмена Витя Черный запугал до такой степени, что ему пришлось исчезнуть. Он сменил все номера телефонов и место жительства. Какое-то время найти его не удавалось даже оперативникам. Но когда мужчина понял, что такие меры не смогут защитить его семью, вышел из тени и написал заявление в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов собрали все доказательства против вора в законе, он был задержан. Вы вор в законе? Да, я вор в законе. А вот вас задержали за что? Сам пока еще не понял. То есть вы считаете это все сфабриковано? Да? Конечно. Кто такие смотрящие вообще? Я не знаю, кто такие смотрящие, кто не подсматривает, что делают. Задержание криминального авторитета и его подельника проходило сразу в двух городах одновременно – Саранске и Чебоксарах. Чтобы информация об облаве не могла распространиться, мероприятия проходили с минутной точностью. Вымогательство с целью хищения имущества в особо крупном размере, причинение вреда здоровью разных степеней тяжести, групповое хулиганство и грабеж. С такими обвинениями, в зависимости от своей роли в преступлениях, обвиняются участники группы. Виктору Дуденкову вменили организацию всех этих преступлений и статью вымогательства с целью хищения имущества в особо крупном размере как самостоятельный эпизод. Оглашение приговора началось в 10 часов утра пятницы и продолжалось до вечера, пока судья не объявила перерыв. Заседание продолжится в понедельник, 26 января. Дарья Берясева, Александр Данилов. Происшествие. 10 канал.